Все самое важное, что произошло в регионе за последние 7 дней. Обсуждаемые темы, эксклюзивное интервью. Здравствуйте, это итоги недели. Я ее ведущая Сания Кубжасарова. Министр юстиции прибыл в Акмолинскую область. Ожирение – глобальная проблема человечества. Абьюзивные отношения – как из них выйти? Министр юстиции Республики Казахстан встретился с общественностью региона. Канат Мусин отметил, что будет проведена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. В настоящее время ведется работа по совершенствованию соответствующих норм. С подробностями Айгерим Бегенова. Канат Мусин впервые ознакомился с работой Булашак-Сарая, посмотрел техническую базу и работу кружков. В начале своего выступления министр юстиции остановился на основной цели своего визита в Акмолинскую область. Я сегодня прибыл в город Кокчетав для того, чтобы встретиться с населением Акмолинской области, с кокчетавцами. Во-первых, узнать мнение горожан, мнение жителей области о работе органов юстиции, о том, какие есть пожелания к нам, какие есть недостатки, которые, возможно, существуют, которые нужно исправить в нашей работе. В целом узнать о тех проблемах, которые требуют решения по линии работы органов юстиции. После чего глава ведомств ознакомился с работой министерства, определил его направление и поделился планами. Конечно, много вопросов возникает у нас и по линии оказания качественной юридической помощи населению и по исполнению судебных решений. Вопросы живые, важные, актуальные. Я постараюсь в ходе этой поездки эти проблемы поднять, пути решения их найти. В целом рассказать о той работе, которую министерство проводит на сегодняшний день, и провести личный прием граждан. И в целом, значит, такие встречи для меня очень имеют большое значение, потому что дают обратную связь с населением и помогают наладить в целом работу органов юстиции в целом по стране. Министр остановился на изменениях и дополнениях, внесенных в законы. Также отметил, что будет проведена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. В настоящее время ведется работа по совершенствованию соответствующих норм. С начала года бесплатную юридическую помощь получили более 7 тысяч граждан Акмолинской области. Об этом сообщил министр юстиции Канат Мусин, посетивший область с рабочим визитом. Он встретился с населением, ответил на их вопросы. На заседании поднят ряд вопросов, связанных с взысканием алиментов и исполнением судебных актов. Глава ведомства акцентировал внимание на изменениях и дополнениях в законы. Также министром отмечены изменения, внесенные в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В настоящее время ведется работа по совершенствованию соответствующих стандартов. В этом направлении создана большая рабочая группа. Совместно со всеми правоохранительными органами, известными юристами, представителями судов и других государственных органов, юристами, мы пересматриваем уголовный и уголовно-процессуальный кодексы и готовим законопроект. Мы должны внести первый законопроект в парламент в марте 2023 года. В области работают 15 государственных и 90 частных судебных приставов. С начала года рассмотрено 258 тысяч производственных дел. В настоящее время 96 тысяч из них завершено. Кроме того, многодетные матери обратились к министру со своими вопросами. Куралай Жумабекова воспитывает 13 детей. 7 остались в свое время без попечения родителей. С этого времени женщина воспитывает их самостоятельно. На сегодня мы знаем, что по законодательству до 18 лет только сопровождается государством дети, которые остались без попечения родителей, дети-сироты. После 18 лет, конечно, это они остаются в своих интересах, и очень тяжело тем приемным родителям, у которых есть такие дети. Рассматриваете ли вы изменения в кодексе о браке и семье, в части 77 статью, чтобы все-таки продлить до 23 лет иждивенцев, воспитанников детских домов, которые оказались в этих семьях? Я знаю, что вопрос этот в рамках правительства сейчас изучается, потому что существует много факторов, которые будут связаны с этой нормой. Этот вопрос изучается, но пока законопроекта этого нет.
Количество уклоняющихся от алиментов в Акмолинской области превышает 12 тысяч человек. Поскольку у должников нет стабильного дохода и имущества, взыскать с них алименты будет сложно, говорит министр. Для этого планируется трудоустройство должников. С начала года трудоустроено уже 13 человек. Айгерим Бегенова, Абзал Балтабаев, Павел Соловьев, Алмаз Адвокасов, Акмола Апта. Абьюзивные отношения. В последнее время эта тема набирает обороты. В женских чатах и на площадках психологи выясняют причины. Почему так сложилось? Кто виноват? Наш следующий материал о семейно-бытовом насилии и абьюзерах. Насилие в отношении женщин является одним из препятствий на пути достижения равенства, развития и мира. Эти слова взяты из Декларации об искоренении насилия в отношении женщин. Декларация принята 20 декабря 1993 года во время проведения Всемирной конференции по правам человека. В ней признавалось, что насилие в отношении женщин сложилось исторически. Более того, является распространенным по всему миру социальным механизмом, заставляющим женщин занимать подчиненное положение. Декларация призывала приложить все усилия по борьбе с дискриминацией женщин. С 1993 года прошло почти 30 лет. Однако ситуация в мире не меняется. Тысячи женщин продолжают подвергаться насилию со стороны мужей, сожителей, родственников и даже незнакомых лиц. Жертвы насилия не обращаются за помощью, потому что социально не защищены они не информированы. Им в большинстве своем случаев некуда и не к кому обратиться. То есть у нас нет такого поля, куда можно обратиться. Есть какие-то там звонки, поддержки, но этого очень мало. И зачастую люди привыкли к такому образу жизни, для них это норма. Мне, как психологу, хочется сейчас обратиться как к детям, как к женщинам и сказать, что так жить нельзя. Если вы продолжаете все это терпеть, будут страдать также ваши дети, ваши внуки, все последующее поколение. Поэтому не бойтесь. Вы не защищаете себя, потому что боитесь. Перестаньте бояться, будьте смелее, обращайтесь к психологам, обращайтесь во все социальные места. У нас есть центры, есть телефоны доверия. Для оценки уровня насилия над женщинами в мировом масштабе был проведен статистический анализ более чем в 70 странах. Он охватил различные группы женщин и виды насилия, которым они подвергались – физическое, сексуальное, психологическое и экономическое. Цифры, полученные в результате проведенного глобального исследования, ужасают. 35% женщин подвергались физическому или сексуальному насилию, а ведь это каждая третья женщина в мире. Более того, до 38% убийств женщин совершается их партнерами мужского пола. На сегодняшний день в законодательство Республики Казахстан внесены изменения. Наказания по многим статьям ужесточены. В послании президента стратегии Казахстана 2050 президент обозначил одну из главных задач казахстанского общества – это защиту материнства и детства и от насилия. И на сегодняшний день предприняты изменения в законодательстве, это в административном кодексе и ожидается также в уголовном кодексе тоже. Допустим, статья 79, первая часть, это побои. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 5 месячных расчетных показателей, либо административный арест со сроком на 10 суток. Хочу отметить, что раньше это было до 5 суток. Вот. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, уже влекут административный арест со сроком на 15 суток. И действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные лицами, которым административный арест в соответствии с частью 3 статьи 55 настоящего кодекса не применяется, влекут штраф в размере от 10 до 20 месячных расчетных показателей. За 10 месяцев текущего года по Акмолинской области зафиксировано 56 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере. Эти цифры лишь на первый взгляд кажутся незначительными, но стоит учесть факт, что не все женщины обращаются в соответствующие органы после совершения над ними насилия. Считают, что ссора между мужем и женой, перешедшая в рукоприкладство, это норма. Также статья 79, часть 5, противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений. Нецензурная брань, оскорбление,
приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейных бытовых отношениях, нарушение их спокойствия, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище. Если эти действия не содержат признаков уголовного наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на срок до 3 суток. То есть, если вас оскорбили, да, унизили, так скажем, и у вас есть свидетели, естественно, всегда будут свидетели, это близкие люди, да, вы можете обратиться. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест со сроком от 10 до 15 суток. То есть, если были оскорбления, продолжились. Кроме того, в органах внутренних дел хотят увеличить минимальный срок пребывания нарушителя под административным арестом от 5 до 25 суток. Раньше нарушителя могли задерживать в участке лишь на сутки. В качестве наказания, а также планируют внедрить и общественные работы для домашних тиранов. В МВД считают, что такая мировая практика является довольно эффективной в борьбе с домашними правонарушителями. Учитывая последние изменения в Конституции, для использования в качестве наказания общественных работ уже не потребуется приговор суда и достаточно будет лишь судебного постановления. Еще одно изменение, которое хотят внедрить в стране, это количество примирений между пострадавшим и обидчиком, которое будет допустимо только 1 раз и принципиально в зале суда. Домашнее насилие попадает под уголовную статью. Также будут внесены изменения в Уголовный кодекс, да, пока об этом не говорится. И что я хочу отметить, как сама являюсь как практиком, юристом и также медиатором профессиональным, именно в сфере семейных конфликтов, есть обращения, да, и в действительности жертвы насилия, они стараются, как сказать, избежать вот этой подачи заявления, избежать вообще прибытия полиции в тот момент, когда это насилие было совершено, потому что сидит психологический страх. Вот. И хочу, чтобы наши жители нашей Акмолинской области знали о том, что на данный момент в городе Кокшетау существует кризисный центр «Шанс» для жертв бытового насилия и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и подростков, и женщин. Также есть дом матери, куда могут обратиться молодые мамы, родивших детей вне брачных отношений. В Акмолинском регионе в рамках государственного социального заказа неправительственными организациями оказываются специальные социальные услуги жертвам бытового насилия. В области имеются 6 кризисных центров и приютов. Функционируют 3 консультативных пункта, где оказывается психологическая и юридическая помощь. В приютах оказывается весь спектр помощи. Социально-бытовые, дает крышу над головой, организовано питание, конфиденциальность, где женщина при наступлении такой ситуации она может получить вот такую помощь, то есть крышу над головой, со всей помощью. Так, вот такие кризисные центры имеются у нас в городе Кокшетау, в городе Степногорск, в Цельноградском районе, в городе Атбасар, в Бурабайском районе, в городе Щучинск. Буландинские жертвы бытового насилия могут получить услуги в Бурабайском районе. При необходимости женщина может обратиться в местную полицейскую службу, они всегда помогут, подскажут, куда обратиться, где можно получить такую помощь, либо в отдел занятости социальных программ того региона, где проживает эта женщина. Оказывается помощь и женщинам, и ее детям при необходимости. За текущий год была оказана помощь 216 жертвам бытового насилия, в том числе 151 ребенку. В сравнении с прошлым годом эта цифра выросла. В 2021 в Центр обратилось 206 лиц за 12 месяцев. Специалисты отмечают, что за последний месяц 2022 года обращения еще будут фиксироваться. Тех, кто борется с бытовым насилием в одиночку или же молчат о проблеме, гораздо больше. Причины разные – страх, незнание, куда обратиться и даже любовь к обидчику. Редакция телеканала на протяжении недели искала женщин, которые бы хотели рассказать свою историю, однако говорить открыто не решился никто. Далее мы поделимся историей, которую рассказала нам молодая девушка. Она пожелала остаться инкогнито. Мне 21 год. Ранее с бытовым насилием я никогда не сталкивалась.
Поэтому все, что со мной произошло, было диким для меня. Самое главное, я до сих пор не поняла, за что со мной так поступили. Я встречалась с парнем практически 3 года. 2 из них мы прожили вместе. Я практически сразу заметила, что он достаточно агрессивно реагирует на ситуации, но значения этому не придала. Любила. В планах была свадьба и дальнейшая совместная жизнь. У каждого было множество своих интересов, но со временем я стала его собственностью. Вся моя жизнь сосредоточилась лишь на нем и моей работе. Родственники стали замечать, что я очень изменилась. Стала мало улыбаться, пропала жизнерадостность, а наши отношения стали абьюзивными. Ссоры, скандалы, ревность. Дошло и до того, что он поднял на меня руку. Сначала незначительно, я снова не придала значения. Подумала, бывает всякое, но настал тот день Икс, который стал для меня самым страшным в моей жизни. Мой парень меня избил. Была ночь, очень поздно, около 3 часов. Что с ним произошло, я не знаю до сих пор. Но бил он меня долго. Руками, ногами, швырял из стороны в сторону, оскорблял и унижал. В определенный момент я просто уснула от потери сил. Кричать не могла, соседи. Ответить тоже не позволило воспитание. Утром я поняла, что на моем теле нет живого места. Все в синяках. На шее следы от удушения, тело ломит и болит. От сложившейся ситуации я отходила 3 месяца. Никому не рассказывала. В полицию тоже не обратилась. Почему-то пожалела его, не себя. Но когда ко мне пришло осознание, я разорвала с ним отношения и ушла. Хочу, чтобы об этой истории знали, не поступали, как я. Обидчик должен быть наказан. Таких историй тысячи. Сегодня стоит говорить об этой социальной проблеме. Побои, которые терпят женщины, могут закончиться и убийством. Практика показывает, потерпевшие долго терпят издевательства и насилие как над собой, так и над детьми. К сожалению, порой пострадавшие в случае жалоб подвергаются еще большим пыткам, а также общественному порицанию со стороны родственников. Печально известное выражение «бьет, значит любит» становится реальным оправданием близких или самого тирана. Александра Гауэрт, Медет Каиркенов, Джамбул Балтаев, Акмола Апта. Никакой другой болезнью люди не болеют так часто, как ожирением. По последним оценкам ВОЗ, более 1 миллиарда человек в мире имеют лишний вес. Эта проблема актуальна независимо от социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола. В экономически развитых странах почти 50% населения имеют избыточный вес. Из них 30% страдают ожирением. С каждым годом увеличивается число детей и подростков, страдающих ожирением. ВОЗ рассматривает ожирение как глобальную эпидемию, охватывающую миллионы людей. Тучных людей преследует большее количество болезней, чем людей с нормальной массой тела. Абсолютно точно доказана связь между ожирением и угрожающими жизни заболеваниями. Смотрим. Из практически 8 миллиардов человек в мире каждый второй имеет избыточный вес. Каждый 9-й человек имеет тяжелую форму ожирения. 30 лет назад число полных людей было намного меньше. По мнению специалистов, одной из основных причин смертельных заболеваний является лишний вес. Но похудеть с возрастом становится гораздо сложнее. В настоящее время это большая проблема не только в Казахстане, но и во всем мире. Ожирение является основной причиной заболеваний и осложнений. Если масса тела больше 20%, уже одно это приводит к ожирению. В настоящее время он широко распространен среди детей. Его основным причинам является недостаток физической активности. Ведь сегодняшние дети сидят перед гаджетом, телевизором, мало двигаются, сидят дома перед компьютером и имеют нарушенные пищевые привычки. Поэтому в первую очередь необходимо восстановить пищевые привычки и физическую активность. Ожирение, распространенное среди малышей, относится к гиперпластической форме. В настоящее время дети любят употреблять фастфуд, газированные сладкие напитки. Эти виды продуктов и являются причиной набора лишнего веса. Поэтому лучше с самого начала обращать внимание на рост детей, следить за их правильным питанием и физической активностью, считают специалисты.
В Акмолинской области показатели избыточного веса и ожирения у детей составляют 26,3%. Это самый высокий показатель по республике. Страдают ожирением и имеют избыточный вес 20,6% малышей в возрасте от 6 до 9 лет. Этот показатель выше у мальчиков, нежели у девочек. Детей с избыточным весом, проживающих в городе, 23,1%. Для сравнения, среди сельских детей этот показатель заметно ниже. Ожирение как у взрослых, так и у детей приводит к дыхательной недостаточности, гипертонии, ранним симптомам сердечно-сосудистых заболеваний. Егор Царьков – один из тех людей, кто в детстве страдал ожирением. В 15-16 лет он весил 98 килограмм. Когда-то я был с лишним весом, у меня было ожирение. Началось оно у меня с 5 класса, оно у меня приобретенное. Я много сидел за компьютером, много кушал вредной еды, чипсы, сухарики. На завтрак у меня было, например, 20 бутербродов и чай с 5 ложками сахара. И в один прекрасный момент, это было где-то, наверное, в 7 классе, у меня случился такой конфуз, что мы с ребятами пошли в парк. Там девочка смогла потянуться несколько раз на турнике, а я потянуться не смог. И все, после этого у меня сразу же на следующий день, после этого, я, как сейчас помню, я сразу пошел, купил абонемент в тренажерный зал. Оттуда у меня началось мое становление. С каждым разом начало получаться все больше, все лучше. И, само собой, занимаюсь я сейчас по сей день. Это уже, наверное, 6-й год идет. Постепенно мое хобби переросло в профессию. Сейчас, на данный момент, мой вес составляет 86 килограмм. Потому что я при росте 1,80 м. За последние 30 лет ожирение получило широкое распространение в обществе. Причиной этому является высокая нагрузка на нервную систему. Избыточный вес может появиться в разном возрасте. Ожирение, распространенное среди взрослых, относится к гипертрофическому типу. На этом этапе форма клетки изменяется и расширяется до еще больших размеров. Есть много факторов, которые способствуют увеличению веса и ожирению. Гормональный фон возникает либо при травмах, либо при приобретении. Гормональность – это то, как это вызывается определенными заболеваниями, например, заболевание щитовидной железы. Больной начинает набирать вес при приеме гормональных препаратов, особенно стероидных. Это ожирение, вызванное заболеванием. В некоторых случаях оно появляется после травмы. Активность липолиза в мозге снижается. Затем ребенок или взрослый начинает набирать вес. Вообще, на данный момент количество страдающих ожирением в Кокшетау составляет 26,6%. Это очень много. Несомненно, лишний вес приводит к развитию различных заболеваний. Неправильное питание приводит к ряду хронических заболеваний и нарушению обмена веществ. Когда в организме человека вырабатывается избыток инсулина, глюкоза превращается в жир. В результате ожирения снижается чувствительность организма к инсулину. Это приводит к диабету 2 типа. Мне 67 лет. Лет 40, наверное, вот так вот я начала полнеть. А 97, то ли 98. Вот так. Такая вот я была сильно полная. Мне, наверное, где-то больше 10 лет у меня сахарный диабет. И думаю, что надо в еде немножко себя ограничивать. Мы едим все попало. Каждый хочет что-нибудь вкусненькое, жареное, солененькое. Сейчас я, конечно, это немножко ограничиваю, конечно. Редко, когда что-то жареное. Надо держать себя, конечно, в тонусе. За последние 6 лет количество людей, страдающих сахарным диабетом и ожирением в стране, удвоилось. По словам врачей, смертность от ожирения увеличивается. Ежегодно из-за лишнего веса во всем мире умирает около 3 миллионов человек. Избыточный вес можно своевременно рассчитать с помощью специального калькулятора. Ожирение определяется индексом массы тела. Он измеряется в килограммах на метр квадратный и рассчитывается по специальной формуле, где индекс массы тела равен m делить на h в квадрате, где m – это масса тела, а h – это рост. Например, если мы возьмем вес человека 74 килограмма, а рост 172 сантиметра, то индекс его массы тела будет равен 25,1 килограмма на метр квадратный. Если индекс выше 30, это первый тип ожирения, второй тип выше 35. Если он превышает 40, это тип 3. Некоторые пациенты доходили до 50-60. Это очень серьезная форма ожирения. В таких ситуациях требуется бариатрическая помощь, потому что в это время человек не сможет передвигаться самостоятельно. Бывают случаи, когда вы не можете есть, когда набираете много веса.
Важным фактором, способствующим развитию ожирения, обозначает аномально высокое содержание жира в пищевом рационе. Также причиной может быть генетическая предрасположенность организма к избыточному весу. Как итог, из-за ожирения у человека могут возникать различные побочные заболевания. Осложнения, связанные с ожирением, включают сердечно-сосудистые заболевания, особенно те, которые возникают у людей с избыточным абдоминальным жиром. Также могут возникать коронарная сердечная недостаточность, аллергии, кожные заболевания, дисфункция печени, инфаркт миокарда, бронхиальная астма, атеросклероз, некоторые злокачественные новообразования. Также это приводит к диабету различных категорий. Пациенты с ожирением могут иметь такие заболевания, как гипертония, коксартоз, сердечный приступ, инсульт, артроз, зоб. Есть 4 степени ожирения. 4-й считается самой тяжелой стадией. В этом случае используются хирургические методы лечения. Один из них – гастрошунтирование. Его делают в Астане, по всему Казахстану, а теперь и в Кокшетау. Ожирение 1-й и 2-й степени человек может обратить вспять сам. Избавиться от него можно, если правильно питаться и прилагать физические усилия. Есть много способов похудеть. Это регулярные физические упражнения, регулярный сон и отказ от переедания. С возрастом обмен веществ в организме человека замедляется, поэтому важно заботиться о своем теле и вести здоровый образ жизни даже в пожилом возрасте. Анатолий Ганага, начавший спортивную карьеру в 15 лет, до сих пор ездит на велосипеде и каждое утро проходит по 20 километров. Пенсионер, который в 70 лет занимается спортом и ведет активный образ жизни, рассказал, что можно похудеть и в домашних условиях. Мышцы рук, в основном плечевой сустав, мышцы плечевого сустава и бицепсы. Нажимание идет, поднимаешь свой вес. Будет 50 раз. Каждый день. Не выходя из дома, да, можно очень много упражнений делать. Главное, что делать, приступать и повторять их. Повторные упражнения должны. Наклоны, вращения, приседания, полуприседания, отжимания пола, держание планки на 2 руках. Первый этап – это нужно двигаться. Это ходить, бегать, заниматься упражнениями. Если каждый день будешь делать, обязательно похудеешь. Очень важно психологическое состояние после тренировки или разминки даже. Очень высокая будет мотивация у человека к жизни. Для меня, например, простыл или начался летом. Сел на велосипед, 150 километров проехал, ничего нет. И улыбаясь, ходишь, смеешься. Самое главное, двигайтесь, ребята. В регионе есть все возможности для лечения ожирения. Можно получить консультацию у медиков и сделать операцию. Врачи оказывают соответствующие медицинские услуги. Также детям до 18 лет предоставляется государственная помощь, по которой они могут получить медицинские услуги бесплатно. 19 ноября прошел день борьбы с сахарным диабетом. Большую работу проделывают врачи-эндокринологи и медсестры по всей Акмолинской области. Мы посещали школы. Например, медработники поликлиники посетили определенную школу, назначили столы номер 8, 9, произвели измерения роста, веса и уровня сахара. Столы номер 8, номер 9 означают уменьшение количества углеводов и сахара. На этом мероприятии у некоторых детей был диагностирован диабет. Таких мероприятий в области проводится много. Большая работа проводится в школе здоровья. Ожирение является хроническим заболеванием. Его нельзя полностью излечить. Нормализация может быть достигнута с помощью профилактического лечения и мер по уходу за собой. Дабы побороть лишний вес, специалисты советуют правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Василий Павлиди, Аида Хамитова, Павел Соловьев, Журсон Омарзак, Дархан Мужибаев. Акмола, Апта. Изготовление обуви и ее починка – очень древнее ремесло. Первоначальная работа сапожника была исключительно ручным трудом, причем весьма нелегким. Ведь сапожникам или башмачникам приходилось шить все виды обуви вручную, от тапочек до сапог. Поэтому неудивительно, что их профессия была одной из самых востребованных. 26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве, и специалистов по ремонту обуви.
Сегодня профессия сапожника востребована. Если порвался ботинок или сломалась молния, то все бегут к сапожнику. А ведь дело это совсем непростое. Оно требует большого опыта и терпения. Сапожником станет лишь настойчивый. Проработав швеей более 20 лет, Инга Кучер говорит, что сначала хотела попробовать себя именно в качестве сапожницы. Как итог, женщина работает в этой сфере вот уже более 8 лет. В конце концов, я поняла, что это дело близко мне по сердцу, говорит сапожница. Шить мне как бы нравится с детства. И поначалу куклам шили, как обычно, потом в 80-х годах после 8 класса поступила на швею в Красном Яре, отучилась 3 года. Потом работала в ателье. Пошла на швею. В 80-е годы как бы не было такого изобилия в магазинах одежды. И так как мне всегда нравилось шить, пошла учиться швеей. Потом был промежуток времени, что я искала работу. Здесь попалось объявление, что требуется швея, новое производство. Я позвонила, и вот нужна была швея на обувь. И решила попробовать. И мне все понравилось, и вот уже я работаю 8 лет. Мне все нравится. Акмолинский регион является местом процветания сапожного бизнеса. Количество людей, занимающихся этим делом в регионе, растет с каждым годом. Предприятие, в котором работает Инга, основано 8 лет назад. Сегодня здесь в основном шьют зимние сапоги. Занимаюсь я этим производством уже с 2014 года, уже 8 лет. К производству этому пришли. Идея появилась от отца. Вот он занимается производством валеной обуви, и подсказал мне попробовать заняться войлочной обувью, именно сшитой обувью. И была освоена технология сшитой войлочной обуви, и она, так скажем, модернизировалась. Продолжая отцовское дело, Альберт хочет в дальнейшем развивать эту отрасль. Первая его цель – это открыть такую промышленность в других городах Казахстана. Есть мысли о выходе на международный рынок, говорит предприниматель. Сегодня здесь шьют различные виды ботинок. Все сделано из натуральной кожи. Сейчас на рынке много людей, которые шьют сапоги из искусственных материалов. Мы не следуем за ними, стараемся делать все качественно, говорят сами сапожники. Модернизировалась, шьется сейчас современная войлочная обувь, детская, мужская, женская, с мехом. И года 2 назад, где-то примерно, мы освоили и кожаную, полностью натуральную обувь, с мехом, с овчинной и натуральной кожей. Планируем, сейчас на данный момент мы инвестируем в новое оборудование, дополнительное оборудование, и будем также шить летнюю, осеннюю, демисезонную обувь. Обувь, изготовленная на предприятии, сразу же поставляется на прилавки магазина. Ее дизайн уникален. Также учитываются требования заказчиков, а цена очень доступная. С открытия производства мы изначально шили только войлочные ботинки. Все дизайны, которые изначально были, придумывал, разрабатывал, также первый отшивал сам наш директор. Сейчас с недавнего времени мы уже перешли на кожаную обувь, соответственно, модели стали более сложными, уже используется подкладка, это овчина, это шерстяной мех. Соответственно, все модели также проходят изначально через директора. Он сам ищет, сам дорабатывает, разрабатывает, что-то новое привносит, и потом уже шьются образцы, по которым мы в дальнейшем уже оттачиваем новые модели. Соответственно, все начинается именно с него. Кожаные модели мы также недавно начали шить, это буквально 3 года.
и они стали уже более интересными, нежели первые войлочные. Соответственно, это наше такое открытие. Мы очень стараемся над этим, стараемся над качеством, стараемся, чтобы они были очень теплыми и качественными. Соответственно, все проходит огромную работу. Все наши сотрудники трудятся над тем, чтобы они были абсолютно красивыми, идеальными, все было ровно и аккуратно. Но самое главное – это их тепло. Сначала на кожу наносится рисунок, затем его вырезают, клеят, сшивают, ставят на подошву. Это вовсе не простая задача. Сегодня в регионе хорошо развито сапожное дело. В регионе работают несколько предприятий по пошиву ботинок. Василий Павлидиум, Сундукнор Разбава, Журсуна Мурзак, Жамбул Балтаев, Акмола, Апта. Такой была информационная картина 7 дней. А я, Сания Кубжасарова, прощаюсь с вами. Аман сау болыңыздар.